Уважаемые коллеги, я, во-первых, хотел бы немножко прокомментировать само послание. Оно касается Илтумена всего-навсего в двух абзацах небольших, но довольно емких. Он дает 4 мысли. Первая мысль – это народных депутатов призывает еще раз подумать о реформировании парламента. Уже не говорит, сегодня решайте. Подумайте, вы думаете, не спешите, я хочу сказать. Второй момент. Он предлагает рассмотреть перспективу перехода Илтумена на профессиональную основу. Перспективу перехода. Мы исполняем и обсуждаем эту перспективу. Но с другой стороны, он тут же противоречит себе и говорит уже о количестве. Увеличение числа депутатов, работающих на постоянной основе, до 35. И не более. До недавнего времени город Москва при населении 12 миллионов жителей, а с пригородами уже все 13,5 миллионов. Московская областная дума – это другая история. Было на постоянной основе 35 депутатов. Во сколько раз мы меньше? И Москва. Теперь немножко увеличили, с учетом, что фактически проживает больше людей, до 45, по-моему, и не больше. А мы, не имея полных миллиона, 70 народных депутатов. Поэтому с точки зрения численности он вам дал, но это не означает, что, наверное, он будет до конца отстаивать эту цифру 35. Я абсолютно согласен с Макаром Макаровичем. Возможно, нам хватило бы и, наверное, на постоянной основе профессиональный парламент иметь в 21 депутат. Здесь начинают говорить логику и посыл. Вы подумайте, те, кто отстаивает 48, я, кстати говоря, предварительно согласился, но время прошло, подумал. И ведь самый-то главный посыл, который у этих людей, которые 48 отстаивают, это проблема кворума. У нас, говорит, будет 36 человек, это будет такой, кворум для принятия конституционных законов. А при чем тут кворум-то? Ты на профессиональной основе работаешь, ты обязан присутствовать, это твоя зарплата. Вопрос кворума там не стоит. Мы, давайте, Думу не будем брать, 450 – это огромное количество депутатов, там эта проблема раньше стояла, сейчас она, само собой, исчезла. Поэтому, если конструкцию взять 35 и меньше и перейти полностью, уйдя от этих традиций, не бояться действительно разбивки на округа, то профессиональный парламент нам необходим. Теперь, есть депутаты, которые говорят сейчас так, тогда из Якутска будет больше, потому что, у нас живет довольно много людей, больше трети населения. А что, Якутск, извините, это культурный, научный, образовательный, интеллектуальный центр, где больше всего юристов живет, правоведов, ученых в городе Якутске. И это будет, наоборот, влиять качественно, если больше будет людей, депутатов, которые будут в этом профессиональном парламенте от столицы республики. И в этой части, конечно, тут никаких опасений может быть и не быть. А что касается 4-го посыла, что до 25%, если из 35, то это 9 человек, а из 21 это, скажем, пусть натянем 5-6 человек, то это вполне нормально. Представительство партии будет, демократия будет соблюдаться, мне кажется, что эти два момента вас попросили подумать, и рассмотреть перспективу перехода, никто не говорит сегодня. До окончания вашего созыва еще есть время, вы экватор только переходите. И теперь широким обсуждением у общественности посоветоваться и, мне кажется, не спеша принимать очень мудрое, взвешенное решение. Это будет правильно. И спасибо, что вы обсуждаете это на консультативном совете при председателе правительства. Конечно, вы правы, Петр Васильевич, когда все-таки даете возможность нам пообщаться, вы еще в стенах парламента, действующие депутаты, наговоритесь. Спасибо.